По данным ежедневного мониторинга, за третью неделю января текущего года в Нерюнгринском районе зарегистрировано 445 случаев ОРВИ, из них 400 среди детей. Наибольшее число заболевших приходится на детей школьного возраста и детей до 2 лет. О эпидемической ситуации и о принятых мерах расскажет Игорь Акимов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число заболевших и обратившихся в поликлинику в этом году составило на 50 человек меньше. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация под контролем, и в целях сдерживания темпа прироста и предупреждения заболеваемости ОРВИ и гриппом введены дополнительные меры. Организованы дополнительные противопид-мероприятия, такие как, например, масочный режим, усиленный дезинфекционный режим, режимы проветривания и так далее. По данным эпидемиологов, пик заболеваемости ОРВИ в Южной Якутии придется на первые недели февраля. Но будем надеяться, что серьезных подъемов и вспышечной заболеваемости по ОРВИ у нас в районе не будет. Во всех учебных заведениях введены разобщающие меры в учебном процессе, отменены массовые образовательные и культурные мероприятия. Введен масочный режим, а также проводится ежедневный мониторинг посещаемости в образовательных учреждениях. Но помимо этого, каждому необходимо помнить, что соблюдение во время эпидемии личных мер предосторожности является залогом здоровья, а также не стоит забывать о профилактике. Вести нормальный образ жизни, вовремя питаться, прогулять на свежем воздухе. Если находитесь в помещении, регулярно, часто проветривать помещение. Но в рационе питания больше употреблять лук, чеснок. Это те продукты, которые повышают проницаемость организма и вгоняет, скажем так, вирусов от организма. Ситуацию с ОРВИ и гриппом эпидемиологи держат под контролем, но стоит помнить, что пик эпидемии может также прийти и на весенний период, поэтому соблюдайте меры профилактики. Игорь Акимов, Надежда Акимова, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.